Здравствуйте! В прямом эфире новости на Саха-24, в студии Юлия Великодная. Дети в селе Сватай вынуждены обучаться на дому. В населенном пункте Среднеколымского района закрыли школы из-за нехватки угля. Отсутствие топлива привело к снижению мощности котельной. Фактическая температура в учебном заведении, где учатся более 80 детей, составляет всего 3,9 градусов тепла. Учебный процесс не прерывается, учителя рассылают задания по СМС. Накануне в село доставили уголь. Запаса должно хватить на 2 суток. В ближайшее время прибудут еще несколько машин с углем. Местная администрация ввела с опасением того, что доставка топлива может задержаться. У нас сейчас уже доехали 2 машины, и еще у нас в этом направлении работает в общем 5 машин. Еще 3 машины у нас уже выехали, и мы надеемся, что в эти 2-3 дня мы уже выровняем эту ситуацию, и подача тепла она будет восстановлена. Тем временем до села Сватай официально открыто одностороннее движение для машин до 16 тонн. Ведутся работы по расширению дороги. Озера уже расчищены, их грузоподъемность составляет 25 тонн. Остались сложные участки. Зимники в Среднеколымском районе будут открыты через 3-4 дня. До Березовки осталось 40 километров. В селе запасов угля на месяц. Сложные участки пройдены, дорожники до Сылгы-Тар уже дошли. Проводятся работы по расчистке возле деревни. Там 2 кировца работают. Одного кировца сломался вот этот отвал, его вчера заварили. Он до Сватая дошел, прочистил дорогу. Сватая там ему заварили этот отвал, и сейчас он работает. Плюс еще с Якутска, и то из Зырянки, со стороны Зырянки, сейчас уже на подходе сегодня ночью привез Шантуй, бульдозер Шантуй, который тоже туда мы направим, чтобы он там работал. Получается, там будет задействовано 2 кировца тяжелых и 2 Шантуя. 4 бригады работают. Сейчас одновременно работают 4 бригады. Одна в сторону Сватай, одна в сторону Березовки, одна в сторону Сылгы-Тар и одна в сторону Аркахтаха. Снижены тарифы на перевозку грузов по железной дороге. Сегодня состоялось совещание акционерной компании «Железные дороги Якутии» с грузополучателями и грузоотправителями республики. В ходе встречи рассмотрены вопросы введения единого тарифа на перевозку с использованием 2 инфраструктур. Это РЖД и «Железные дороги Якутии». Если раньше якутский грузополучатель платил за перевозку товара, который перевозят из-за пределов республики, затем якутским железнодорожникам, то теперь усилиями Минтранспорта, правительства республики, российских и якутских железных дорог это положение исправлено в пользу грузополучателей. Со 2 января 2018 года тарифы снижены ориентировочно на 30%. Данные решения создают принципиальные конкурентные преимущества для переключения грузов с автомобильного железнодорожного транспорта, для переключения грузов с классической схемы переработки по станции Беркакит. В этом случае это будет принципиально другая сниженная стоимость перевозок и доставки грузов в РСЯ, которые будут отвечать всем современным требованиям гарантированной доставки, безопасности, сохранности и, соответственно, очень низкой цены. К другим темам. Кровать поможет быстрее пойти на поправку пострадавшим от ожоговых и холодовых травм. Компания «Якутскэнерго» в рамках оказания благотворительной помощи приобрела высокотехнологичную кровать для Центра экстренной помощи. О параметрах нового оборудования и практической пользе узнавала Любовь Васильева. Противоожоговая кровать входит в табель оснащения высокотехнологической медицинской помощи. Может быть использована и для лечения пострадавших от холодовых травм. Новая импортная модель кровати очень удобна и проста в управлении. Легко передвигается, в ней автоматически регулируется высота, что очень важно для медперсонала. Специалистам есть чем сравнивать. Ранее в отделении стояли кровати еще советского производства. Ими было трудно пользоваться, врачи выполняли все функции вручную. Когда у пострадавшего человека нет своего кожного покрова, а вы сами понимаете, что даже человек, когда обжигает пальчик, больно, да, а вот тут представьте поверхность полностью тела. Не то, что двигаться, а бывает лежать просто на твердой кровати больно, да. Кровать создает специальные условия,
имеют специальный наполнитель, стеклянные микросферы, которые под давлением воздуха, они создают такое, как состояние невесомости, пациент находится как бы в облаке. Плюсов у новой кровати много. Имеет обеззараживающую функцию, съемный управляемый блок, а это необходимо при транспортировке и ремонте. Кровать вместе с наполнителем весит более тонны. Все специалисты ожогового отделения прошли обучение по использованию медицинского оборудования. Начинает циркулировать вот такой песочек такой, он сделан из шариков стекла, мелкий-мелкий, для того, чтобы он мягкий становится, как на воздушной подушке. Пациент лежит, и меньше соприкосновения и давления на ожоговые поверхности, на ожоговые раны. Такие кровати имеют далеко не все ожоговые центры страны. В этом году республиканское отделение реорганизует Центр термических травм. И такой подарок оказался весьма кстати. Кровать производства Нидерланды. Она стоит более 4 миллионов, одна кровать. И мы очень рады за то, что нам помогла организация выкупить, потому что в медицине не всегда хватает средств, чтобы мы соответствовали всем требованиям. Да? И, конечно, большое спасибо компании «Якутэнерго» от будущих пациентов, которые будут лечиться у нас. Ожоговое отделение – единственное медицинское учреждение в республике, оказывающее помощь по данному направлению. Пострадавшие поступают со всех районов. Новое оборудование позволит создать все условия для пациентов с обширными ожогами и обморожениями. Любовь Васильева, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск. Оленеводство и разведение серебристо-черной лисицы продолжают оставаться основным видом деятельности жителей села Иенгра. Для оценки хозяйств и выяснения проблемы и их решения Нюрнгринский район посетил председатель Госкомитета по делам Арктики. Звероводческая ферма по разведению серебристо-черных лисиц была основана в 1950 году. Здешняя пушнина всегда оценивалась очень высоко и по размерам, и по цветовой категории. В лучшие годы зверофермы поголовье доходило до 500 лисиц. Сегодня основное стадо – 200 голов серебристых черно-бурых лисиц. В этом году хорошо было. Поголовье было большое, деловой выход мы получили 4. Это лет 10 такого не было. Сегодня на звероферме есть ряд проблем, которые мешают работе. Плохое материально-техническое состояние базы и отсутствие рынка сбыта. Осмотрев звероферму муниципального унитарного предприятия «Золотинка», председатель Госкома Арктики Прокопий Николаев отметил, что вложение средств в местное производство необходимо. Логистика расположения, конечно, очень хорошая. И поэтому мы хотели бы, конечно, в Нюрнгринском районе создать такое какое-то хорошее базовое хозяйство. Хотелось бы сделать это племенным хозяйством даже по всей республике, даже замахнуться на Дальний Восток. Оценив перспективы развития хозяйства, было решено вдохнуть в него новую жизнь. Произвести ремонт зданий, выстроить новые площади, создать новые рабочие места, завести породу с центральных регионов России и, конечно, расширить рынки сбыта продукции. С этой целью было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Нюрнгринским районом, Госкомитетом Арктики и муниципальным унитарным предприятием «Золотинка». Это в первую очередь создание рабочих мест, новых рабочих мест для жителей села Иенгра. Мы хотим, чтобы муниципальное унитарное предприятие «Золотинка» поднялось на более высокую ступень в своем развитии. Также в рамках своего рабочего визита Прокопий Николаев посетил оленеводческую бригаду муниципального унитарного предприятия «Золотинка», отметив ее хорошее состояние. Выслушал проблемы работников оленеводческих предприятий Нюрнгринского района, отложив их для решения в рабочем порядке. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК «Саха», Нерюнгри. Интерес к командным играм в Якутии растет. Об этом говорят сами спортсмены. Каждые выходные в столице проходит чемпионат города по баскетболу. В нем принимают участие свыше 30 команд. С недавних пор интерес появился не только у городских спортсменов, но и представителей районов республики. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Сезон регулярных чемпионатов по баскетболу традиционно стартует осенью. Каждое воскресенье проходят в среднем по 6 игр. В этом году участие принимают 36 команд. И не только из Якутска. 36 всего команд. Первая, вторая, третья лига мужские, 6 женских. У нас приезжают Сунтары, Амга. У нас играют
Ну и близлежащие районы, которые вот могут приезжать, они приезжают, играют на нашем чемпионате. Команд с каждым годом становится все больше. На сегодня среди фаворитов авиаторы. Однако делать прогнозы на исход соревнований со временем становится сложнее, ведь конкуренция растет. Уровень с каждым годом растет. Вот, мы уже сыграли где-то игр 6. Вот, ну, а пока выигрываем всех. Мне очень приятно, что уже и районы начинают близлежащие участвовать. Вот, и заречные вузы тоже приезжают. Это очень радует, что границы расширяются. Командные виды спорта начали набирать популярность в Якутии относительно недавно. Немаловажную роль в этом играет их популяризация через кино и средства массовой информации. В принципе, мне кажется, все виды спорта очень хорошо у нас развиты в Якутске, и они развиваются, потому что вот у нас вышел фильм недавно «Движение вверх», и я думаю, по этому фильму дальше у нас и дети, и молодежь будут дальше заниматься. Даже спустя несколько недель после выхода фильма в прокат свободных мест в кинозалах не найти. А зрители, которые уже успели посмотреть и оценить картину, как один, делятся положительными эмоциями. Это же патриотизм, это героизм. Это для побольше молодежи надо показывать такие фильмы. Ну, патриотизм в массы для молодежи. Отечественная кинолента о героизме советских баскетболистов сегодня бьет все мировые рекорды, уступая немногим только фильму «Аватар». Сборы с начала проката составляют больше 2 миллиардов рублей. Только за минувшие выходные он собрал около 330 миллионов. И это несмотря на то, что с выхода на экраны кинотеатров прошло уже 4 недели. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск. Международный фестиваль «Ледовая фантазия» проходит в Хабаровске в 15-й раз. За призовые места соревнуются лучшие скульпторы из России, а также гости из Китая и Франции. Конкурс на Центральной площади становится настоящим событием для хабаровчан и гостей города. Ледовые мастера способны изобразить любые формы из достаточно хрупкого и капризного материала. Творческий дуэт из Якутии попытался изобразить неуловимый для глаза дух охоты. По итогам 3 дней главный приз 200 тысяч рублей получил мастер из Приморья за работу «Подводный мир в 3D». 2-е и 3-е место заняли хабаровчане. За призовые места они получили 150 и 100 тысяч соответственно. Каждый хочет быть первым, это естественно, и это правильно. Тем более, что каждый художник, он не существует без зрителя. Ему обязательно, так же, как артисту, нужен зритель. Вот, и вот здесь как раз такая прекрасная возможность показать свое искусство и показать это искусство на людях, как это делается. Не у себя, закрывшись в мастерской, а именно вот здесь, на площади, на главной площади. Я думаю, что это правильно и замечательно. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК «Саха» и «Саха-24». Еще больше информации на интернет-портале nvk-online.ru. Всего доброго и до встречи в эфире.